Итак, мы стоим возле дома мещанина Шарапова. Это городская застройка, уникальный дом. Я могу даже сказать честно, единственный мещанский дом. В чем здесь такая уникальность и единственность его? Если он пропадет, это будет катастрофа. Дело в том, что в этом доме сохранены некоторые элементы, которые были присущи Усть-Сысольску деревянному городскому, именно городскому. Что это за элементы? Ну, безусловно, это палисадник. Вот сейчас он завален снегом, но это вот палисадничек. Вот почти возле каждого городского дома был палисадник. И это сохранилось здесь. Это уникальная маленькая вещь. Вторая вещь очень важная. Мы входили в Вологодскую губернию. Вот. И в Вологде, если вы были и видели деревянные дома вологодские, там есть один такой признак, ярчайший признак вологодский. Это балкон над крыльцом. Открытый балкон над крыльцом. Так вот, у нас тоже была такая, значит, традиция ставить такие же угловые балконы, как в Вологде. И у нас очень много было домов, где были вот эти угловые балконы. И даже есть описание, что граждане, граждане, жители Усть-Сысольска, подчеркивая свое богатство, ставили стол, сажали семью на этот балкон, ставили большой самовар яркий и пили чай. Вот, и могли с балкона на балкон разговаривать с друг другом. Вот у нас остался один такой балкон. Все, открытый балкон. Я потом вам еще там покажу пару домов с очень похожим элементом, с очень похожим. А вот такой вот открытый балкон, вот точно, вот хорошо классически сделанный по вологодскому стилю, увы, у нас один. Все. Вот этот дом мещанина Шарапова, кстати, собственно говоря, является таким уникальным. То есть здесь вот вложены такие вещи. Собственно говоря, все по дому мещанина Шарапова. Ну, вы понимаете, в каком сейчас состоянии после пожара. То есть перспектива того, что он будет снесен, все возрастает и возрастает, возрастает. Никто его не хочет брать, никто его не хочет ремонтировать. Здесь был детский садик. Вот. То есть перспектива, что может дом исчезнуть. И один из красивейших элементов города Усть-Сысольска, он был построен в начале 20 века, он может исчезнуть. Дом, это довольно, просто он очень красивый, этот дом. Вот этот дом с мезонином. Вот, сразу, вот умейте отличать мезонин от мансарды. Отличие мезонина, у него своя крыша. Мансарда это под общей крышей с домом. Вот если там как-то выстройка идет, выдается вперед и чуть выделяется, это все-таки мансарда. Но если у него отдельная крыша от общего крыши дома, это мезонин. Это мезонин, да. Вот, значит, чем как бы этот дом очень красивый? Дело в том, что то, что уже Михаил Борисович рассказывал, это чистой воды пятистенок. Вот чистой воды классический пятистенок, который взяли и дополнили мезонином. И само по себе это стало уже, так сказать, менять ситуацию, потому что есть одна очень интересная штука. Если вы натыкаетесь на двухэтажные дома, то эта традиция мы притащили из купеческих городов. Двухэтажные дома. Понятно почему. На первом этаже что? Магазин. Торговля, да. Магазин, склад, что угодно. А на первом этаже это не жилое помещение, это помещение, где лежит товар. Все живут на втором этаже. Вот. В данном случае вполне возможно, что это был какой-то отголосок такого купеческого дома, где самая жилая часть могла находиться наверху, а нижняя часть уже для чего-то другого использовалась. Но я подозреваю, что все-таки это был чисто вот жилой дом с такой вот надстройкой, очень красивой, уникальной. Дело в том, что у нас с мезонинами дома были. Их было довольно много. Если вы старые фотографии посмотрите, там с мезонином, там. В центре города. На Советской было несколько таких красивейших деревянных домов с мезонином. Вот там, где сейчас парикмахерская, помните, вот напротив Пушкинской гимназии, да? Там был с таким мезонинчиком дом. Ой, красота. Там еще. Все. Друзья, вот остатки от мезонинов, которые исчезают. И когда этот дом исчезнет, все у нас тут с мезонинами уже ничего не сделаешь, они пропадают. А вообще у нас 3 типа домов. Четырехскатные крыши это нам как бы уже, так сказать, обязали. Это вот пришло с Вологды четырехскатные дома. Вот. И прямо вот над пятистенком он как раз 4 ската и получается очень хорошо. Посреди стоит труба,
печная печь одна на 4 комнаты, она обогревает, и все очень хорошо. Вот. Но а вообще у нас еще два типа есть домов. Это двускатные крыши. И мы сейчас пойдем, их будете вы чаще видеть именно двускатные. Это более нам привычная такая конструкция. Но этот дом уникален тем, что здесь аж целых 3 фронтона есть. Раз, два, и с той стороны тоже есть. А вот с 4-й нет ее, там крыша просто покатая. То есть это вообще такой выпендреж архитектурный. Человек вообще не... Если вы пойдете, поищите, вы не найдете нигде, чтобы с 3 фронтонами был. То есть это очень необычное такое решение. И здесь еще очень интересная штука. Здесь, как вы можете заметить, тоже просто обыкновенный четырехстенок, просто обыкновенный четырехстенок, к которому как бы получается вот эта пристройка. Она, похоже, была бревенчатая, это пристроечка небольшая, на которой как раз и поставлен фронтон. С той стороны, с той стороны. А вот эта пристройка и с ней вот этот вот фронтон, получилось такое необычное решение. Обыкновенная четырехстенка, скорее всего, дом построен где-то после войны. Скорее всего, после войны построен. А тогда стали очень много четырехстенных домов строить. Приезжала огромная масса людей с разных районов. Вот мой дед приехал, он просто четырехстенку поставил. Все. То есть это была такая довольно распространенная традиция. Приезжать сюда здесь и просто вот прямо недалеко от центра строить четырехстенные дома. Их здесь вот много-много можете. Вон четырехстенка старая, но уже обшитая и тому подобное. Вот, что еще здесь очень необычно в этом доме? Там очень интересное крыльцо, можете потом так лично заглянуть. Вот, такое, потому что вот эта вот пристройка, она похожа, это, помните, я вам говорил, там крыльцо высокое? Вот это похоже такое переделанное крыльцо. Было крыльцо, потом его решили облагородить и сделали такой дополнительный пристройку. То есть крыльцо тоже там крытое, ну, открытое крыльцо, но с крышей. Вот, ну, пожалуй, все. Да, еще один дом. Вот видите, там зеленый дом. Если вы приглядитесь, это полдома. Видите, крыша только односкатная. Вот, кстати, очень распространено, что в очень многих деревнях и селах у нас были односкатные крыши. Это вообще такая традиция односкатных крыш. Дом строить односкатный. И поэтому возникла интересная штука. Иногда стали строить дома, вот односкатный дом один, а рядом с ним строят другой тоже односкатный. И они стоят притык друг к другу, прижавшись стенами. Самое интересное, у них стены отдельные. И вы можете иногда идти по деревне у нас, вот здесь не найдете такого. Я здесь, во всяком случае, не находил. Но вы идете, смотрите. Вроде 4, как бы пятистенок, да? Но разделение почему-то 2 бревна лежат. Не одно бревно, как в пятистенке, а 2 бревна вот так вот в ряд. Вот похоже, это был как раз такой дом. Одну половину снесли, а вторая половина осталась. То есть потому что у него были капитальные стены. Зачем так делали? Сначала разговор вот о чем велся. Дело в том, что, если вы знаете, преобладали у нас дома с черным отоплением, без труб. Культура построения печей у нас это приносная. А вообще это черное отопление. И вот эти две такие постройки они делали для того, чтобы вот в эту щель, которая образовалась, в нее выводился дым. Что с одной стороны, что с другой. Вот. И еще плюс к этому вот этот вот самый двухстенный дом, получалось, что отец строил один с односкатной крышей, сын строил рядом другой. Получалось 2 хозяйства рядом. Вот так отдельные 2 хозяйства записаны. А могли записать как одно хозяйство. Платили же налог с одного хозяйства, как с одного хозяйства. Но на такие дома вы можете по деревням у нас наткнуться, когда вроде 5 стенок, а в середине 2 бревна выложены. Ну, в смысле, 2 ряда бревен выложены. Вот. Так что вот этот дом, похоже, именно такой. Это часть этого самого дома. Ну и, безусловно, что вот как бы крестовой, что он поперек еще пересекает. Так, друзья, вот еще один дом. Это тоже пятистенок. Вот, с пристройкой, как видите, хозяйственной, да? То есть это накрывающий, помните, Михаил Борисович говорил, что вот эта пристройка, это такое все-таки деревенское приносное. Вот, все-таки пристройки не было. Но почему это деревенское приносное? Дело в том, что в культуре у Коми есть такая интересная традиция. Если в семье кто-то заболевает, то болеет вся семья. Но имеется в виду, всем плохо. И поэтому никто не должен заболевать. Но тут важный нюанс. Если кто-то из животных заболевает, то болеет вся семья. И поэтому скотина тоже должна быть под крышей. И поэтому к скотине доступ тоже должен быть свободный, она должна как бы единой семьей. Получается, что вся семья со всей скотиной, они находятся под одной крышей.
И поэтому в деревне очень часто можно наметить, в коми-деревнях, что эти пристройки значит, покрыты все единой крышей. И даже появились такие дома, как дома-кошель. Вот это очень хорошо видно в Уссыльме. Там дома-кошель есть, такие дома-кошель. Что это за дома? Может быть, вы видели, когда по Уссыльме гуляешь, видно взвоз. Вот там, где мы проходили, раньше был дом со взвозом. Вот по улице Кирова, там был дом со взвозом. То есть сейчас вот в Уссыльме подходишь к дому и смотришь, посреди такие, прям на высоте там второго этажа такие ворота. А взвоза уже нет, его разрушили, он не нужен. То есть туда завозили сено для коров и тому подобное. А все все бревненчатое, все под единой крышей. То есть туда завозили сено, чтобы, собственно говоря, хранить его и тому подобное. Там же находилась скотина, и, то есть все должно быть под единым. Здесь тоже приехавшие крестьяне начинали что-то пристраивать. Вот явно это бревенчатая пристройка, попытка какой-то хозяйственные элементы. Ну и второй элемент очень важный. Здесь необычная культура вот этой половины. Дома не только обшивали, но и штукатурить начинали. Но эта культура у нас не прижилась, штукатурение. Это где-то с Украины, что ли, привезли вот это вот отштукатуривание домов. Таких домов, кстати, по штукатуренных я так наткнулся, 2-3 дома всего-навсего. А вот уникальная. Дедушка под Интой, в 70 километрах, тоже дома штукатурит. А что? Ну вот культура появилась. А эта культура более поздняя все-таки. У коми не штукатурили дома.